Вся татарская история в одном подкасте. Лекторий «Миллиард татар». Считается, что якобы за такое вот проявленное мужество, благородство Касиму был отдан во владение Городец-Мещерский. По мнению некоторых историков, что, может быть, об этом была еще договоренность в Курмыше, вот, и только запомнил. Но так или иначе, Василию надо было куда-то девать татарские отряды, и он не мог просто так их. То есть, и поэтому, в общем-то, был им отдан во владение Городец-Мещерский. Что такое Городец-Мещерский? По, так сказать, летописным, легендарным сведениям, Городец-Мещерский у нас располагался в среднем течении реки Оки, на месте слияния реки Бабинки. Вот. Его якобы основал в XII веке Юрий Долгорукий. Вот. Там он был основан как раз на месте слияния Бабинки, реки Бабинки. Дальше, пожалуйста. Вот у нас карта вообще города Касима. Вот у нас течет река Бабинка. План, вернее, а вот у нас река Ока. Вот. Это современная карта 19 века города Касима. Это начало 19 века, 30-х годов. То есть очень интересно. Вот тут на показ, я потом дальше уже буду вам даже отрывки из этой карты. Вот. И, в принципе, как бы вот за время... Ну, потом уже этот городок Мещерский был подвластен князьям Мещерским, которые были потомками Бахмета Ширинского, по мнению некоторых историков, потому что на самом деле никто не знает, как на самом деле обстояло это дело. Бахмет Ширин, то есть вообще то, что князья Мещерские ведут свою родословную от татарского выходца, от татарского знатного воина, вот, это, в общем-то, достаточно было широко распространено. Где-то примерно очень много выходцев из Орды, Золотой Орды, потом стали знатными русскими людьми. За время исследований города Касима в 19-20 веке историки предполагали, что вот этот вот Городец Мещерский располагался вот в этом месте. Вот видите, на этом мысу длинный мыс, который на месте слияния реки Оки и Бабинки. Вот здесь вот у нас располагается городище Земляной Струк, вот, которое было одной из крепостей, охранявшей Касимов, вернее, Городец Мещерский. И уже вот здесь вот у нас после Касима уже город был перенесен сюда после разгрома. И вот уже потом он вот здесь основался. То есть вот такие вот, видите, выше по течению реки. Вот у нас вот кто занимался вообще Касимовым, как бы историки и археологи. У нас 19-20 век вот начал Иван Сергеевич Гагин. Гагин – это касимовский архитектор, который построил чуть ли не весь современный центр Касимова. Вот. Потом это Вильяминов Зернов, который написал знаменитую историю о касимских царях и царевичах. Вот. И Хусейн Фаисханов, который тесно работал с Вильяминовым Зерновым, читал ему надписи и тоже сам небольшие кое-какие сведения дал о Касимове и городце Мещерском. Вот. Здесь вот у нас дореволюционные исследователи начала 20 века, первой половины 20 века, это Николаевич Бадер, Алексей Алексеевич Мансуров. Тоже очень интересно, это отдельные личности, про них тоже можно отдельно рассказывать. Вот. И Виктор Павлович Челяпов, рязанский археолог, вот он начал первые регулярные исследования в Касимове. Вот. И у нас
мы начали исследовать Касимов. То есть где-то, если вот у нас первый начал исследование регулярное Касимов в 1999 году Виктор Павлович Челяпов. Вот. Потом в 2008 году мы вместе с ним продолжили исследования, казанские археологи, как раз после исследований Казани, уже после того, как была у нас тысячелетие Казани поставлено, то есть мы решили заняться уже исследованиями других татарских городов, вот, в том числе и Касимова. Как раз вот с 2008 года, то есть в 2007 году мы провели конференцию, было в рамках фейсхановских чтений в Нижнем Новгороде, мы сделали программу, озвучили программу исследований вот этого вот Волго-Волжского региона, в котором сформировались татарские государства. То есть два татарских государства, Казанское и Касимовское ханство, то есть их взаимоотношения, и вообще, что представляет собой город Касимов. Вот. И вот у нас начались исследования. Вот попал под исследование, вот вначале мы пытались исследовать вот этот вот мыс, да? Вот этот вот длинный мыс, где располагается городец Мещерский. Вот. Мы очень много там работали, там шурфы, там еще до нас работали археологи. Вот, сведения, вот он так вот выглядит с другой стороны. Тоже такой этот длинный мыс вдоль Оки. Дальше. Вот. И вот у нас появляется, видите, вот он, вот этот вот мыс. Тут у нас вал с орвом. Вот. И вот здесь тоже вот это вот место интересное, чуть выше. Вот как раз на той карте, первой карте Касимова, которую я вам показывал. Там обозначены улицы. Мещерская, городец Мещерская, то есть, ну, предполагали, что может быть и там что-то. Вот. Ну, исследования, которые провели в этом месте дальше, у нас показали, что на самом деле, вот у нас вот это вот городище, видите, вот это вот у нас проходит вал с орвом. Вот. Исследования показали, что на самом деле здесь располагается городище второй половины первого тысячелетия до нашей эры. Это у нас ранний железный век, это предки финно-угорских народов, городецкая культура. В общем-то, только-только здесь начали обосновываться финские народы. Вот, видимо, предки Мещеры, в честь которого назвал потом этот Мещерский край. Здесь различные находки, то есть у нас там идут два слоя. Один слой раннежелезного века идет, вот это вот как раз городецкая культура, городище. Вот. И у нас идет уже тут вторая половина, вернее, с середины, вторая половина 16 века, 17 век уже. Вот. То есть как бы, ну, перерыв такой, конечно, был в заселении. То есть, ну, вот нету там, не было городца Мещерского. Вот у нас шурф такой, видите, здесь шурф. Дальше. Вот тоже у нас находки оттуда, различные фрагменты керамики, вот, которые говорят, вот у нас же керамика археологами, у нас много не сохраняется в земле. Один из основных источников, по которому мы проводим хотя бы какую-то датировку, это керамика. То есть есть радиоуглеродный анализ и другие, но первоначально у нас как бы идет керамика. То есть это вот у нас уже фактически где-то с эпохи неолита у нас керамика. Вот, и мы обратили внимание, вот у нас есть городище земляной струк, который считали все, что это была крепость, которая охраняла городец Мещерский. Вот. Она располагается, ну, фактически рядышком с самим Касимовым, чуть-чуть выше по течению реки Бабинки. То есть это такая вот маленькая речка, вроде такая неглубокая, она сама не глубокая, но долина этой реки глубокая-глубокая, то есть там как каньон такой, обрыв огромный. То есть когда-то она была многоводная. Вот. И вот это вот городище такое, вот оно из нескольких площадок состоит. Вот, там проводили исследования с начала 20 века. И также вот Челяпов Виктор Павлович.
Вот. Исследования показали, что это городище появилось где-то в первом тысячелетии нашей эры, то есть где-то в V-VI веках, наверное. Вот. Потом начал развиваться, 9-10 век. Вот. И оно становится одним из пунктов на Великом Волжском пути. Волго-Волжский путь. Как раз у нас появляется Волжская Болгария. Вот. Через Волжскую Болгарию идет торговля по всей Волге, по всей Оке, то есть и дальше вот уже как раз вот эта вот торговля идет до Москвы, до Киева, вот, то есть Волжская Болгария вот поставляла свои продукты и поставляла арабские дирхемы. Один из предметов экспорта были арабские дирхемы. Как раз там на Зеленом Струге находят много дирхемов. Там очень постоянно там и целые дирхемы, и обломки, и обрезки дирхемов. Вот эти вот арабские дирхемы, они распространялись дальше. Они шли дальше в русские земли, то есть и даже в Европу попадали. То есть, а Волжская Болгария была основным как бы перевалочным пунктом, через который это все распространялось. Как раз вот серебро, вот своих монет не было, а вот ходили именно вот арабские дирхемы вот эти. Вот их множество находят на этом городище Земляной Струг. У нас здесь, кроме самого городища, у нас здесь же, тут оно в лесу в таком, там лес, там очень густой лес. Вот, тяжело очень ходить, но в конце концов мы нашли там несколько курганных комплексов. То есть там были захоронены, а курганы это обычно у нас захоронены богатые люди. Вот. Там много ходит, к сожалению, грабителей, но у них находки тоже интересные. Вот их чернушников, то есть там у них различные тоже и дирхемы идут, и различные предметы очень интересные. Вот. И кроме городища обнаружилось еще вот такое вот огромное поселение. И между ними курганные группы. Вот. И когда мы проводили раскопки на этом селище дальше, вот, ну, видите, вот тут вот нашли вот это вот такая керамика, это ранняя керамика, а там на Земляном Струге нашли даже фрагменты амфор. То есть туда привозили по торговым связям вино из Византии или даже с хазарского каганата. Как раз в 8-9 веках, вот эти амфоры датируются, да, основное производство вина в хазарском каганате было в Крыму. Вот. Из Крыма как раз хазары там поселили болгар в 8-9 веках, и оттуда болгары там производили вино и в амфорах переслали на северные земли, то есть, которые граничили с хазарским каганатом и с Волжской Болгарией. Вот. То есть они шли и в русские земли, вот эти амфоры с вином, они шли из Византии, шли из Крыма, с хазарского каганата. Вот. Это считалось престижным таким, конечно, напитком вино, потому что местное там пиво, что уж, вот это не то. Вот у нас вот это вот селище. Вот. И на этом селище дальше, вот оно, Дорофеево поле. Вот. И в шурфах у нас нашлись, что интересно, заклепки от ладей. То есть заклепки это вот, ну, специальные железные такие гвозди, которые держали борта ладей. Вполне вероятно, что на этом селище располагалось и один из пунктов викингов-русов. То есть вот мы помним, да, про Ибн Фадлана, который рассказывал, что вот русы приезжали в Волжскую Булгарию, там это. И вот как раз они могли, то есть они же не просто так все время плыли. То есть они где-то остановятся, там где-то создадут вот торговый пункт. То есть они были и торговцами, они были и воинами одновременно. То есть они проводили разведки, могли воевать, могли торговать. Вот. И где-то в каком-то месте они останавливались, что-то основывали, потом уходили дальше. Вот. И это оставалось у них как опорный пункт. И вот, видимо, на этом селище у них был опорный пункт, вот, куда они затаскивали ладьи. Вот у нас, видите, вот эти вот находки, вот, про которые я говорил, это вот они принадлежат именно финнам, Мещере.
вот народу Мещера. Вот, и, видимо, там же, вот где у нас Дорофеево поле, был племенной центр Мещеры. И, вероятно, там же и располагался у нас и городец Мещерский. Но его не основал Юрий Долгорукий. То есть он был основан намного раньше, появился дальше. Это племенной центр. И дальше у нас вот привлек другой берег, другая местность, это называется Старый Посад. Мы думали, что такое, почему Старый Посад. Вот он располагается напротив предполагаемого места городца Мещерского, этого городища ранее Железного века, тоже на слияние реки Оки и Бабинки, но уже на другом месте, на высокой горе. Вот фактически, я не буду сильно разъяснять, да, Улан – это один из потомков Чингисхана, Чингизид, который как бы не был богатым, он не принимал участия в борьбе за власть, но из них формировались тяжелые войска. Вот такой вот воин. Вот. И вот мы начали там исследования, очень интенсивные исследования. Вот, вот тут вот у нас Старопосадское кладбище, здесь у нас и само село, там даже не село, а там район города Касимова, который называется Старый Посад. И вот мы там начали проводить исследования, копали и выявили, что там 3 слоя. Один слой 13-го, середины 15 веков, середины 15-го, середины 16-го и уже середины 16-го до нашего времени. То есть как бы, причем они достаточно интересно как бы вот. Дальше. Вот у нас, видите, прям карта вот эта вот, да, которая показывает все исследование. И вот, то есть по нашему предположению, на этом месте располагается городец Мещерский, когда его разорили монголы. После разорения монголов, то есть вот у нас на верхнем течении реки Бабинки, где городище земляной струк, вот этот вот комплекс такой огромный, да, с селищем, его в начале 13 века разоряют монголы. И поэтому вот переселяется сюда народ, вот, ближе уже к реке, уже под защитой как бы Орды, Золотой Орды, уже не было разбойников, то есть если вначале, может, они кого-то опасались, поэтому там наверху сидели, а здесь спустились вниз. И вот здесь очень интересный наход, вот фрагменты, это русская керамика, да, а вот у нас идет керамика такая вот в ордынских традициях, золотоордынских традициях, болгарских традициях, то есть это место было тесно связано с Казанью. Вот если у нас где-то середина 13 или 14 век, это еще русские идут, смешанные с финнами, с Мещерой, то есть то как раз с середины 15 века здесь появляется вот такая вот керамика болгар-ордынских традиций. Видите, вот такой вот очень интересный кувшинчик, да, вот очень престижный, красивый кумган, вот, буквально у нас несколько, они такие постоянно идут, там престижные, с таким вот орнаментом, они известны по московским исследованиям. Вот, непонятно, где они производились, то ли в Москве, может, еще в каком-то другом месте, никто еще не знает. Но их много в Москве, они четко датируются по временам, и они считаются очень престижными. Очень престижными, их, в общем-то, в основном знать использовал такие. Это кувшины, водолеи, кумганы. То есть кумган не в том смысле, что ты тахарат совершаешь, да, а это престижный как бы такой сосуд, как чайдуш там, то есть для таких хороших полезных вещей. Ну вот вилочка, видите, такая, замочек. И вот такая вот у нас, видите, керамика лепная, вот это характерно именно для местного финского населения, вот для Мещеры, которое оставалось вместе там. Оно было, видимо, христианизировано, славянизировано, но традиции оставались. И вот видите, и даже появляются и там остатки таких вот интересных льячек. Вот это специальные такие сосудики для литья бронзовых украшений. Потом уже вот вторая половина 16 века вдруг резко все меняется. Резко все меняется, как бы все пропадает это вот престижное
посуда такая хорошая в болгар-ордынских традициях появляется, типичная такая, характерная для уже формирующейся империи, русской империи, там чернолощенная, белоглиняная. Вот мы ее знаем хорошо при раскопках Казани, то есть она вот уже характерна именно для второй половины XVI века. Там на Старом Посаде, на Старопосадском кладбище располагается один сохранившийся мавзолей XVII века, 40-х годов XVII века. Это мавзолей хивинского царевича Афган Мухаммед Султана. Вот. Он там в результате междоусобиц в Хиве, Хива – это Средняя Азия, вот он был сам чингизид, его отправили в Москву к великому князю московскому Михаилу Федоровичу, то есть который только вошел на престол, вот, первый Романов, вот, к нему отправили, он у него долго жил, вот, фактически рядышком с ним. И вот он умирает где-то в 40-х годах 17 века и строит ему мавзолей. Вот, причем там выделили деньги, и Москва выделила деньги какие-то, и выделили деньги еще другие. Выделили деньги Юсуповы, которые тоже жили относительно недалеко в Романове, и другие знатные татарские князья. Вот, он как бы, ну, несмотря на то, что он жил как заложником вот, при дворе Михаила Федоровича, ну, пользовался большим авторитетом в силу своего происхождения. Вот у нас, видите, такой вот, как в XIX веке. Тот, по мнению многих, он был украшен зелеными изразцами, этот мавзолей. А внутри него были там различные как украшения из гипса. Там располагается несколько погребений самого Афгана Мухаммеда, его жены и родственников. Там 3-4 погребения. И плюс еще один камень поставили казахи. Казахи поставили своему погибшему хану Ураз-Мухаммеду. Ураз-Мухаммед, тоже чингизид, потомок Чингисхана, был одним из казахских царевичей, который попал в плен в Сибири. Вот. Ну, это долго рассказывать. Он попал в Сибирь в плен, его привезли в Москву и предложили стать касимовским ханом. Вот. Он стал касимовским ханом. Потом началась смута. И в смуте вот, он принял участие на стороне Дмитрия II. Участие. Вот. И когда через некоторое время Дмитрий II заподозрил в измене, он его пригласил на охоту и на охоте убил Ураз-Мухаммеда. Но другой из его войска, Петр Урусов, вот, нагайский знатный человек, взял и на другой охоте убил Дмитрия II, тем самым положив конец смуте в Москве. Вот. А Петр Урусов становится основателем другой. Урусов – это не русский, то есть, а Уруш – это воин. Уруш – это воин. Вот. Он становится основателем другой династии. Вот у нас различные, вот видите, плитки, фигурные кирпичи из раскопок. Дальше. Вот у нас, видите, то, что послужило как бы, вот где Ураз-Мухаммед жил, это вот дворец Михаила Федоровича, Теремной дворец, вот, и который как бы послужил вдохновением для создания мавзолея Афгана Мухаммеда Султана. Ну, кстати, там тоже есть татарские мотивы, вот такие вот здесь вот поверху штучки, и здесь есть даже это узел счастья. Мы провели исследования рядом с мавзолеем, видите, геофизики вот у нас поработали и выявили какие-то аномалии рядышком, вот, очень интересные. Там ямы, еще что-то. Вот, пока что мы их не начали копать, но решили вот здесь вот рядышком исследовать яму рядом с мавзолеем. Вот здесь вот у нас, видите, геофизика, различные такие эти рядом с мавзолеем. Вот, и рядышком мы делали тоже небольшие раскопы, вот, в которых такие вот попались плиты белоглиняные. Это облицовки от мавзолеев, от других, вот, которые там были не от Афгана Мухаммеда, а от других мавзолеев. Вот у нас рядом располагается с мавзолеем Афгана Мухаммеда
рядом располагается другой мавзолей, остатки. Это остатки мавзолея предпоследнего хана. Вот здесь вот он выделен, да, Касимовского Арслана, хана Арслана. Хана Арслана. Дальше вот у нас как бы это вот реконструкция. Вот. И там же захоронена его жена Фатима Султан, последняя правительница Касимова в 17 веке. Интересные сведения, я долго не буду. То есть тут почему был, в общем-то, вероятно, разрушен этот мавзолей. Вот. Тут одна женщина прямо из мавзолея украла саваны. Вот. И за это ее повесили рядом с мавзолеем. Вот. И там, в общем... Да. Вот. А про Старый Посад много сведений. Там даже якобы имелся каменный дворец. И вот у нас как располагается вот это вот кладбище Старопосадское. Вот. Оно было огромное, там хранили вплоть до 19 века. Это считалось кладбище священное для чингизидов, Урук, вот, в котором были похоронены, вероятно, и хан Касим, и все остальные. Вот. И у нас как раз вот располагался городец Мещерский, и потом уже Касимов, где-то в начале Царев городок, потом Касимов, где-то с середины 15 по середину 16 века располагался там, на Старом Посаде. Фрагменты старой гравюры на Старый Посад, вот это вот мыс, потом вот это все раньше было именно Касимов в середине 16 века. Потом, с середины 16 века дальше, у нас перемещается город на другое место. Вот здесь у нас вот это вот современная где татарская слобода Касимова. Вот, она была построена в середине второй половины 16 века, причем, вероятно, была построена по приказу Шах-Али. То есть город был полностью перенесен в середине 16 века на новое место. Но хотя вот здесь вот располагается еще другое, вот такое вот, видите, таким квадратиком выделено место. Это у нас Мусина гора. Там располагалась резиденция Баскака Мусина в 13-14 веке, который собирал дань с окрестных земель. Вот. Так что недаром, то есть как бы там это все перенесено. И вот у нас ханский двор с ханской мечетью, с мавзолеем Шах-Али. Вот. И здесь же у нас сквер Сюмбики располагается. Сейчас поставили там, сделали сквер Сюмбики. Вот по поводу ханской мечети. Вот у нас это 19 век, вид на ханский двор. Вот это у нас первая половина 19 века. Вот здесь вот мавзолей Шах-Али, вот это вот мечеть, видите. Это у нас 19 век так выглядел. Вот сама ханская мечеть, да. Долгое время ходили вокруг ханской мечети, как слухи, потому что не подтвержденно на самом деле. Об этом еще заявил первый Иван Сергеевич Гагин. Потом тоже татарские муллы начали говорить о том, что мечеть была построена в середине 15 века ханом Касимом. Но так как мы проводили везде исследования в этом месте, мы там не выявили слоев раньше середины 16 века. И исследования вокруг самой ханской мечети выявили тоже то, что мечеть была построена только в середине 16 века. В общем-то, об этом писал еще Велиминов Зернов, о том, что вот когда он приводил тут это летописца, слова летописца Ураз Мухаммеда, Кадыр Алибека, о том, что ханская мечеть была построена по приказу Шах-Али, но никто на это не обратил внимания, и так фактически до наших исследований считалось, что мечеть построена в середине 15 века ханом Касимом. В крайнем случае только минарет. Вот такие вот очень находки интересные. Вот эта вот белоглиняная керамика, вот эта вот вся, она датируется середины 16 века, не раньше. То есть более ранних материалов, чем середины 16 века, из раскопок как вокруг ханской мечети, как в самой ханской мечети нету. И мы выявили слой дальше. Под минаретом у нас выявился слой дальше. Дальше, вот, да, вот минарета, видите, стена минарета, и вот выявился такой слой, на который была поставлена стена минарета. И находки этого слоя позволили нам утверждать, что все-таки минарет тоже был построен в середине 16 века. То есть вся мечеть, она была вначале одноэтажная,
построена из белого камня с черепичной крышей. Была крыша ее покрыта чернолощеной черепицей. Вот такая, видите, вот такая вот черепица, да? Вот эта вот черепица была покрыта крышей мечети. Вот. Мечеть благополучно дожила до середины XVIII века, дальше фактически до 60-х годов XVIII века. Вот у нас вот тоже такой шурф возле стены мечети. Мы нашли и вход другой, то есть вот современный вход, там в мечеть оформлен портиком таким классическим, вот, но на самом деле он был немножко другой. Вот. И сама мечеть, в общем, она доживает до середины XVIII века. В 60-х годах XVIII века местный там генерал решил ее разрушить. Ее решил разрушить, разобрать на камни для строительства церкви. В то время в мечети службы не велись по каким-то причинам, она была немножко заброшена. Вот. Но когда начали разбирать мечеть, конечно же, прибежали касимовские татары, отлупили рабочих и не дали дальше работать. Видимо, была в этот период снесена крыша и сломана часть стены. То есть то, что успели сделать, вот у нас фиксируется в исследованиях. Вот. И, в общем-то, так она простояла фактически до конца 70-х годов. Потом указ Екатерины о веротерпимости, и в то же время указ о том, чтобы можно было восстановить мечеть. Вот. И вот как раз, когда академик Паллас проезжал мимо Касимова, в этот же год была и восстанавливалась мечеть. Он как раз описал восстановление мечети. Вот. Сама мечеть была также восстановлена, построена, вначале была покрыта деревянным тесом, потом уже в середине XIX века построили второй каменный этаж, сделали крышу железную с куполом и полумесяцем, вот, блестящим полумесяцем. Вот такая вот судьба этой ханской мечети, очень интересно. Но она была построена именно по приказу, по указу Шах Али. То есть Шах Али, когда переносил город на новое место, вот, он решил вот, построить и мавзолей, и мечеть именно для себя. Дальше. Вот. Это вот мавзолей, да, где похоронен хан Шах Али. Вот. Дальше. Конечно, с ним же связаны и Сюлюмбека. Да. Была она там похоронена, нет, она не была похоронена в мавзолее. Вот. Вообще, давайте немножко сейчас вначале о самом мавзолее. Вот сам мавзолей такой, видели, такое прямоугольное здание. Он разделен на 3 части. Дальше. Вот такое вот, видите, здание. Разделен на 3 части. Тут верхняя часть 2 комнаты. Одна маленькая комната Тахарат-Хана для омовений, для служб дервишей. Вторая Зиярат-Хана. Видите, вот тут расположение, да? Видите, и внизу под второй комнатой, вот под этой комнатой находится такой длинный вход, узкий вход, и там располагались погребения. То есть, на самом деле, вот здесь, вот на этом этаже, были только символические могилы. Символические могилы с камнями. Вот. А сами захоронения были внизу, вот в этой комнате, в склепе. Вот. Они были на деревянных таких постаментах, вот, деревянных столбах. Там была, видимо, решетка такая деревянная. И там стояли гробы с железными уголками, деревянные гробы с железными уголками. Они были обернуты в саван, вот, в шелковый саван. Вероятно, даже несколько раз оборачивали саваном. Вот, и поэтому вот рассказ вот о мавзолее хана Арслана и Фатимы Султан, откуда женщина. То есть вот там тоже был подвал такой, где лежали вот захоронены в гробах, обернутые саваном. Вот поэтому она истощила оттуда саваны. Вот. А мавзолей Шах Али, естественно, не трогали. Его, видимо, вот академик Паллас еще застал там вот эти вот гробы. Это вообще древний золотоордынский обычай. Казанские ханы, они тоже были похоронены в гробах с металлическими уголками. Крымские ханы также были похоронены.
Вот. А вот этот вот обычай, да, тоже такой вот в этот глубокий такой склеп, вот, это, в общем-то, связано с такими суннитскими, с мистикой, вот, и о том, что вот должен прийти ангел, там их выспрашивать, да, и вот они как бы построили вот себе вот такой вот высокий, сделали огромный склеп. Вот это вот, видите, вход в этот склеп. Вот касимовский архитектор Гаги, он даже предполагал, что там есть третий этаж внизу. Вот. Но мы проводили исследования, не нашли остатков этого третьего этажа. Вот, к сожалению, сами погребения в XIX веке уже были в плохом состоянии. Они были в такой яме, видимо, вот непонятно как в кучку сваленные с остатки саванов. Вот. И провел исследование рязанский археолог Селиванов, который, в общем-то, все погребения оттуда забрал. Вот. И сделал антропологию, но как следует ничего не описал. Ну, есть, вот хорошо сохранилось описание академика Палласа. А Селиванов, он как-то это все слишком быстро все сделал, и непонятно что. Но есть вот такие вот вещи. Вот видите, это вот у нас как раз вот вход туда, в склеп, и сам склеп. Сам склеп внутри, да, это вот верхняя часть с камнями, с имитацией погребений. Вот, как бы это сверху они сделаны из камней, из таких. Вот, и камни, и такой вот склеп внутри. К сожалению, ничего не сохранилось. Видите, такая земля. Конечно, исследовать можно и нужно, но это исследовать надо, когда будет реставрация мавзолея. Если начнется реставрация мавзолея, мы уже как бы под это дело проводили исследования, копали шурфы, определяли глубину фундамента. То есть эта глубина вот этого вот пола, это где-то около 4 метров от современной поверхности. То есть она, в принципе, там наросла немного с середины 16 века, там где-то сантиметров 30, да, ну, где-то 3,70 точно была глубина от той поверхности, глубина склепа. То есть очень глубокий склеп. Вот у нас, видите, такие вот вход, да, такой дромосообразный. Причем он такой узкий, ведущий, такой таинственный, да. Вот это, то есть по сведениям некоторых источников письменных, Елеменов Зернов еще об этом рассказывал, вот в маленькой комнатке, где-то Харатхана, там проводили службы дервиши. Им заказывали, то есть как бы успокоены вплоть до 19 века. Приходили там, вот, и такие вот вещи есть и в Средней Азии, и в Золотой Орде. Вот, в Болгаре, например, нашли, например, какой-то отапливаемый мавзолей, да, вот как раз, видим, для дервишей. И, что интересно, в Касимове все эти мавзолеи называются текие. А что такое текие? Текие – это гостиница для дервиша. Это не мавзолей, то есть мавзолей там разные названия есть, да, но они текие. А вот в Касимове прижилось название текие. Это вот как дом для дервиша. Вот. Ну, дервиши там проводили, конечно, свои и молитвы, там, и погружались в транс. То есть дервиши, вы сами знаете, они такие вот мистики, они, то есть фактически подобны йогам индийским в некоторых отношениях. Вот, тоже такие же. Вот у нас тут различные ямы от лесов, вот как раз строили мавзолей. Вот как раз поставили вначале леса деревянные, а потом уже это конструктивные такие моменты очень интересные. Вот у нас находки оттуда из мавзолея тоже нету ничего ранее середины 16 века. То есть Шах Али полностью перенес весь город после взятия Казани. То есть фактически после взятия Казани Шах Али построил, видимо, у него были и деньги, и какая-то политическая мотивация о том, что он хотел, то есть он же хотел быть казанским ханом, все-таки Шах Али. И Казань его больше привлекала, чем Касимов. Вот. И поэтому он решил сделать вот это вот
Вот. И где-то около 100 гектаров, больше 100 гектаров Касимов времени Шах-Али. И вот он до середины 16 века, дальше до середины, вот у нас вот эти вот различные виды Касимова. Вот тут у нас дальше у нас еще есть ханский дворец. Давайте мы чуть-чуть пробежимся, да, у нас времени немного. Вот у нас здесь вот квартал этот, где ханская мечеть, ханский двор. Это у нас участок ханского двора. Дальше он отдельно выделяется. Там на гравюре Ариаре вы даже увидите, что там есть у него укрепление. То есть Касимов имел свои укрепления, вот этот вот ханский двор, больше, чем Касимский Кремль, который был построен в 17 веке. То есть это вот ханский двор, это была отдельная крепость, большая. Вот ханский дворец, мы нашли место, где он располагался, но, к сожалению, он уже там застроено это место. Вот остались камни. Вот где-то вот в этом месте под забором у нас располагается ханский дворец в Касимове. Там уже все застроено. Вот у нас как бы реконструкция, не реконструкция, вот как раз план на уровне фундамента. Это нам Велиминов, Зернов и Гагин наставили. Вот это вот. Он очень, кстати, похож на дворец казанских ханов, которые раскопали в Казанском Кремле. Вот. Очень близок. Вот есть еще новая мечеть, она построена в 18 веке в Касимове. И вот у нас Касимов дальше доживает до 17 века, до конца 17 века, как столичный город. Со временем, уже к концу 17 века, территория Касимовского ханства сужается и фактически становится самим город Касимов, это и есть Касимовское ханство вот при Фатиме Султан. Очень интересно, вот кто у нас такие вот интересные люди, которые правили в Касимове. Вот, например, это у нас Саин Булат, Семен Бекбулатович, великий князь московский, то есть он до этого был касимовским ханом, потом его Иван Грозный призвал к себе, женил на знатной женщине, вот, хотя тоже по татарского происхождения она, но крещеный, он был крещен и стал заместителем Ивана Грозного на 1 год. Вот. Потом он доживает, он фактически имел авторитет, вот, и его уже потом в монастырь упекли при Годунове, чтобы не было претензий на престол. Вот. Ну, здесь вот предпоследний тоже это вот Сеид-Бурхан Василий Арсланович, Касимовский хан. Вот, он тоже уже был крещен. Вот, последний, там было несколько династий. То есть первая династия в Касимове – это династия, относящаяся к Уразмухамеду. Это Касим, его сын Данияр. В общем-то, потом пошла Крымская династия. Вот. В Касимов ставились знатные чингизиды, которые были нужны Москве в дальнейшей борьбе против Казани до середины 16 века. А потом, когда Шах-Али уже построил новый город, они были нужны для завоевания Сибири, потому что вот последняя династия в Касимове – это была сибирская династия, Кучумовичи. Вот, хан Арслан, его сын. Вот. А вот последняя правительница, жена хана Арслана, Фатима Султан, Фатима Беке Шакулова, вот, она из рода Шакуловых, она считается одним из потомков пророка Мухаммеда или из его окружения, как бы сииды, из рода сиидов. Сииды вот как раз и в Казанском ханстве, и в Касимовском ханстве играли важную роль. Вообще, можно сказать, что Касимовское ханство было во многом отражением Казанского ханства. И вообще Золотой Орды, там все золотоордынские традиции продолжались в Касимовском ханстве вот вплоть до 17 века. Вот, Фатима Султан, она уже под конец, к сожалению, не имела авторитета. Вот, и такая история связана с ней. Там, в общем-то, ее слуга катал на коляске, типа как рикша. Вот. Потом ему надоело, он ее бросил и сказал: все, я больше не хочу тебя возить, я ухожу от тебя. Вот. Она ему сказала, что он алян. Алян – это по-касимски якобы
ленивый. Ну, это русизм. Вот. Не Ялкау, а Алян. Вот это, ну, русизм искаженный, как бы, да, то есть лентяй, да, это не хочешь. Он потом он крестился, стал купцом и воздвиг огромный дом в другой части Касимова на границе с Татарской слободой, вот, где сейчас располагается Касимский краеведческий музей. К сожалению, у меня нет фотографий. Вот. Это вот у нас татарское кладбище XVIII века горожан касимовских. Оно с XVIII века до сегодняшних дней. И там, видите, такие же мавзолеи, то есть они традиции постройки мавзолеев продолжили для своих. Вот. И у нас вот вторая часть города. Вот у нас это, так сказать, то, что я вам предыдущий показывал, да, это у нас была татарская слобода фактически, а вот уже в 17 веке строится Касимовский Кремль, и там садится воевода, который начинает контролировать касимовских ханов. Вот. Касимовским ханам запрещаются различные сношения международные, они становятся, ну, как бы, очень ограничивается их власть, постепенно отбираются разные права и привилегии, отбираются деньги, так сказать, кормление. Вот. И в конце концов, как бы, тоже и касимовские татары тоже уже начинают уходить на восток. То есть фактически из Касимова выходят, например, одни из основателей деревни в Нижегородской области, Сафаджай, например. Там два конца в Сафаджае. Один конец основан выходцами с Нижней Волги, которые пришли там в 15 веке. Другой конец основан касимовскими, которые пришли там во второй половине 16 в 17 веке. И вот у нас касимовские татары, они идут вместе с Россией, вместе с Москвой, идут дальше на восток по засечным чертам, вплоть до Башкирии и вплоть до Сибири. Как служилые татары, они становятся основой служилых татар, одной из основ служилых татар. Вот. Ну, очень интересно то, что вначале вообще касимовские татары назывались как городецкие казаки. Вот. То есть, когда они пришли, вообще само казачество это имеет татарское происхождение, название казаклык. Вот. Ну, ладно, не в этом дело. То есть, вот у нас, вот Касимов, можно сказать, приобретает современный вид. Вот, уже в XVIII веке, то есть 17 век у нас, вплоть до конца 17 века у нас Касимовское ханство держится, но потом уже, то есть после того, как умирает Фатима Султан, и Касимовское ханство ликвидирует. Вот. В принципе, в татарской слободе еще живет много татар, но со временем, то есть там начинают строиться церкви, прибывать русское православное население. Вот. Фактически уже сужается до ханского двора, вот территории ханского двора, там и, может быть, чуть дальше, вот эта вот территория, где жили касимовские татары. Вот. Ну, много деревень есть, вот, но как бы все равно их мало, касимовских татар. Сейчас осталось несколько человек, там по деревням несколько человек. Вот. И, в общем-то, в самом Касимове